Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня у нас в студии президент интеллектуального клуба «Альбус» Жанна Бориева. Жанна, здравствуйте. Иранцы при этом прикладывают руку к сердцу. Новозеландский народ, майори, при этом потираются носами. Да. Сомалийцы ударяют друг друга по плечу или по голове. А вот племя Самоа принюхиваются друг к другу. Речь шла о том, как кто здоровается. Мы при этом пожимаем друг другу руку. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Ну, Жан, вы так сейчас начали. Мне кажется, это тот самый повод показать, кем вы работаете, да? Задавать вопросы и выискивать интересные факты. Это, мне кажется, одна из задач, которая стоит перед Альбусом. Ну, наверное, да, одна из задач, но мне больше кажется, все-таки, что это метод, скорее всего, работы с молодежью. А задачи, которые ставит наша организация, они достаточно серьезные, обширные. Ну вот давайте о задачах, да. С помощью вопросов, с помощью этих игр, вот чего вы пытаетесь добиться, потому что уже столько лет Альбус работает, и если он работает, значит, это кому-то нужно, правильно? Ну да, работаем мы достаточно долго, как общественная организация, думаю, это плюс 15 лет на рынке республики. И если говорить о том, какие цели основные и задачи мы ставим, то это прежде всего раскрытие интеллектуального потенциала у молодежи с помощью различных популярных, интересных форм. Это, конечно же, интеллектуальные игры, у нас их много. И, конечно, вторая задача – это образовательная задача. Каждый человек, который приходит в клуб и участвует в игре, он обогащается и получает огромное количество знаний совершенно в разных областях. Ну и третий момент, который мы обязательно ставим в своей работе, как цель можно и как задачу ее обозначить, это, конечно, значимость молодого человека повышается, имидж его растет, и он становится в какой-то степени лидером. И уже входит в интеллектуальную элиту, можно сказать, Осетии, которая в будущем берет на себя, на свои плечи и руководство страной, и управление страной. Вот. Даже страной, не только республикой. Я так думаю, что это именно такие молодые люди выходят из нашей организации. Но можем ли мы говорить о том, что Альбус — это вот еще одно доказательство того, что наша молодежь на самом деле не такая плохая, как они говорят? Даже не столько о качестве хочу сказать, сколько хочу сказать о количестве молодых людей в Осетии. Их очень много. Кто не просто увлекается интеллектуальными играми, дело даже не в самих играх, а кто действительно, их много, кто действительно знает. Другое дело, что они знают, но должны еще уметь применить эти знания на практике. И вот одна из наших задач – это тоже помочь молодому человеку, имея знания, суметь их в дальнейшем в какой-то степени использовать и в своей работе в том числе. Этому мы учим. Так что уровень знаний нашей молодежи очень высокий, и дальше будет он только повышаться. Другое дело, что мы должны находить формы, методы работы с этой молодежью. Вот можем ли мы говорить о том, что брейн-ринг — это даже не проверка знаний, сколько, не знаю, проверка сообразительности людей, потому что очень многие вопросы, они скорее вопросы на логику и на сообразительность бывают. Ну вот смотрите, Яна, мы когда начинали, мы прежде всего, конечно, начинали именно со знаний. Вопросы на сообразительность и на логику появились уже постепенно, через 2-3 года моей работы, когда я поездила по России, побывала на различных семинарах. На различных семинарах познакомилась с такими людьми, как Максим Паташов, Александр Друзь и так далее. Я в тот момент поняла, что помимо того, что ты даешь основу, знания, это база, нужно уже уметь научить и думать, и с помощью логики и сообразительности приходить к правильному ответу. А это вопрос уже не на знание, это вопрос на интеллект. Знание, конечно, не самое главное вообще в интеллектуальных играх. Мы обязательно, естественно, учим тому, как логически мыслить, и как с помощью логики и с помощью использования своего интеллекта прийти к правильному ответу. Если вопросы будут исключительно на знания, они будут неинтересны, невкусны, как я говорю, невкусные вопросы. А когда вопрос такой разноплановый, 3-4-ходовый, и можно к нему прийти с помощью своей логики, с помощью сообразительности, самому молодому человеку становится интересно. Он начинает ощущать себя в команде, вот, я молодец, то есть не обязательно иметь вот какие знания, чтобы прийти и поиграть в эту игру. Эти
этим она ценна, поэтому очень много молодежи приходит. Теперь возвращаясь немножко назад, да, Альбус создавался на самом деле с нуля, и вы об этом уже рассказывали. Как он появился, этот интеллектуальный клуб, и, собственно, кто, может быть, вам помогал? Когда я начинала всю эту историю по созданию интеллектуального клуба «Альбус», это произошло, потому что мне чуть-чуть стало скучно в школе. Наверное, от натуры зависит. Мне хотелось чего-то большего, чего-то более яркого. Мне было тесно в школе преподавать историю. И в свое время Зинаида Ивановна Ларионова, она тогда была начальником управления образования города Владикавказа при главе Шаталове Михаила Михайловича. Я пришла прямиком к ней и сказала: Зинаида Ивановна, я не знаю, что делать, у меня есть столько планов, я вся в таких эмоциях, мне хочется развивать что-то интересное, мне мало вот сидеть и заниматься только историей. Мы долго с ней общались, часа полтора. Это был как раз тот случай, когда я просто пришла к руководителю и поговорила, что у меня есть такая идея заняться чем-нибудь интересным для молодежи республики. В этот момент так все совпало. В этот момент Анна Аркадьевна, руководитель Дворца пионеров, хотела создать клуб старшеклассников. И тогда, видимо, она в свое время тоже болела игрой «Что, где, когда». Я всегда болела, естественно, игрой «Что, где, когда». И когда игра ушла с эфира, я очень сильно переживала, но всегда мечтала о том, что когда-нибудь она вернется на экраны. И, видимо, наше где-то вот мнение в космос ушло, там где-то, я не знаю, но соединилось. В общем, Зинаида Ивановна звонит Анне Аркадьевне, говорит: у меня есть такая девочка, я прихожу, мы беседуем, и в итоге создаем клуб старшеклассников интеллектуальный, который впоследствии вырос уже в клуб интеллектуальный во дворце. Ну а в 2001 году я ушла из Дворца пионеров, потому что хотела, чтобы этой игрой занимались не только старшеклассники, но и вся молодежь республики. И вот тогда меня поддержал Таймураз Касаев. Я очень ему благодарна. Естественно, были люди, которые были спонсорами отдельных игр, мероприятий. Не могу просто о них не сказать. Это и Руслан Геоев, это и Рустем Келексаев. В то время они занимали другие должности, сегодня, естественно, они работают в других местах. Вот. И это, естественно, Махарбек Хадарцев, который просто вот сходу поддержал наш проект, и в течение нескольких лет очень такая мощная была поддержка с его стороны. И я всем хочу сказать огромное спасибо. Я не смогу сейчас назвать людей, их много, которые мне помогали и помогают по сей день. Ну вот за столько лет, да, самые первые дни, может, если вспомните, да, сейчас, много ли ребят пошло в Альбус, там, или кто это были в основном, возраст какой, может, или приводили родители, не знаю. Ситуация была очень сложная, честно скажу, это были 90-е годы, конец 90-х, и когда мы только открывали интеллектуальный клуб, то многие очень сомневались вообще, что это дело пойдет в республике. Говорили: ну, КВН еще, да, мы можем там концертные программы делать, еще что-то делать, а интеллектуальные игры — это так сложно. Но, вы знаете, наверное, я из тех людей, которые очень любят начинать что-то новое. И как и существует такая пословица латинская: «Всякое начало трудно». И еще есть одна латинская пословица, которую я очень сильно люблю: «Omnia mea mecum porto», в переводе «все свое ношу с собой». Но вот у меня единственное, что было с собой, это, наверное, багаж знаний, мои идеи. Я с ними пришла, поделилась с молодыми ребятами, и они постепенно, не сразу, постепенно начали идти в клуб. Мы ходили в школы, мы ходили в институты, мы разговаривали, вели беседы, мы говорили, что это интересно. Естественно, у нас люди не привыкли, понимаете, выходить на сцену и показывать свои знания. И вот чтобы преодолеть этот барьер и научить наших молодых людей выходить на сцену, выходить там на трибуну, выходить в залы, разговаривать, общаться, отстаивать свою точку зрения,
Вот это была самая сложная, колоссальная работа. Естественно, я очень благодарна первым ребятам, которые пришли в клуб и которые вот это все организовали вместе со мной. Очень благодарна. Это и Артур Пагиев, он сегодня работает в Баварии. До этого, кстати, поработал и на ГТРК Алания, сайтом занимался. Я очень ему благодарна. Вот. Это и Марина Дзадзева, она сегодня научный сотрудник, работает в сельхозинституте. Это и Давид Марзоев, иронист. Это, естественно, Цхаврибов Виталик, который сегодня, познакомившись у нас в клубе с девушкой, за несколько лет, в общем-то, роман развился, они уехали в Штаты, он в Microsoft работает, да, причем очень-очень востребованный специалист. Вот. Я могу перечислять, это очень много людей, которые именно начинали. Потом далее, честно говоря, остановить было невозможно процесс. Мы вышли в районы, и там такое счастье. Эти дети смотрели нам вот так в глаза, они мечтали сесть за эти красные красивые столы с этими кнопками, начать играть. Ну а потом уже появились другие игры. Ну вот, если говорить о самых первых играх, да, первая игра, кто с кем играл, как это было? Наверное, это была самая волнительная игра. Это было во Дворце пионеров. Мы создали 2 команды. Среди них были те ребята, о которых я говорила. И, естественно, мы проводили игру только между 2 командами и зрители, которые пришли с близлежащих школ, с 5-й школы и с 50-й школы. Естественно, я хорошо помню всех игроков, которые играли у нас. Многие из них, кстати, работают на телевидении сегодня, да. И, конечно, это было очень волнительно. Где-то я коряво, может быть, прочитала вопрос, хотя долго готовилась. Я ночь не спала. Я утром пришла с такими глазами. Я помню, мне подмазывали под глазами какими-то там косметическими средствами, чтобы я хорошо выглядела. Но когда закончилась игра, у меня навернулись слезы на глаза. От удовольствия я поняла, что я сделала все правильно, и я по этому пути пойду. Очень хорошо помню первую игру. Очень. Ну вот теперь почти 15 лет работы, официальные 15 лет работы, и какое главное достижение, наверное, за столько лет? То есть я помню, Альбус начал выходить на международный уровень, когда начали участвовать команды из Южной Осетии, Абхазии и так далее. Сейчас что такое Альбус? Это, наверное, большая такая машина с разными сложными механизмами и кучей таких маленьких деталей. Честно говоря, когда мне задают вопрос, какое самое большое достижение, какое самое яркое событие, что для вас самое главное вот в Альбусе за все эти годы, я всегда говорю, это мои молодые, мои любимые интеллектуалы, это мои люди. Вот что самое главное достижение. И не важно, где они сегодня работают, в каждого вкладываешь. Каждого все, что ты имеешь, отдаешь. И когда твой ученик чуть-чуть на голову выше тебя идет, тогда я себе ставлю 5. Только в этом случае. Ну а если, в общем-то, говорить тривиально о том, какие-то события, что яркого я запомнила именно в достижениях Альбуса, я скажу так. 2009 год, 2 место в чемпионате России по игре «Что, где, когда», спортивная версия. Это когда одновременно в зале сидит более 50 команд со всей России. Причем возраст от 14 до бесконечности. И мы приезжаем такие яркие, красивые из Осетии. И у нас в команде 2 мальчика, которые одновременно занимаются спортом, борьбой вольной, представляете? И параллельно еще играют в интеллектуальные игры. И мы приезжаем туда, и все девочки смотрят на наших ребят. Красивые, яркие. Мы еще форму одели, флаг Алании у нас, значит, с собой, вся атрибутика. И приезжаем. И на нас смотрят просто вот как на красивых людей, которые вот как яркое пятнышко среди команд, и они такие все важные ходят. Начинаем игру. Начинается 1-й раунд, 2-й раунд, 3-й раунд, и потихоньку с 6-7 баллов мы к последнему выходим уже из 15 вопросов, мы отвечаем на 14. И когда сказали, что на 2-е место вышла команда РСО Алания, и только 4 очка мы проиграли москвичам, это был такой взрыв аплодисментов в зале, все встали и аплодировали стоя. Не столько даже команде, которая заняла 1-е место, сколько нашей команде, потому что это был фурор для них, что команда, представляющая, как они считают периферию, я так не считаю. Осетия очень-очень интеллектуально развитая республика. И мы еще
покажем себя и в других направлениях. И вот когда мы встали, и нам вот так аплодировали, ребята говорят, у нас в ушах звенело. Я была так горда. И мы не останавливаемся, мы хотим идти дальше. Есть, конечно, много нюансов, но я думаю, все это будет хорошо, и наша команда обязательно должна будет занять первое место среди российских интеллектуальных игр. Ну, я слушаю, как вы рассказываете о ребятах, которые занимались в Альбусе, как о своих детях. Я не знаю, и многие из них считают вас мамой, может, хотя бы как минимум в интеллектуальном смысле, но вы их вторая мама. Вот после того, как они уходят из клуба, ваши сотни детей, вот вы их всех помните, наверное, и поименно, пофамильно. Продолжайте с ними общаться, и как сейчас, чего они добились и кем гордитесь, наверное? Вы знаете, я настолько их всех люблю, и мои дети поражаются. Вот проходят годы, естественно, если даже они уехали за пределы республики, за пределы России, а их много, естественно, в клуб же приходят одаренные дети или те, которым хочется подняться, и, естественно, они в будущем добиваются успехов и на какую-то высоту становятся, когда они приезжают в Осетию, чтобы они ко мне, к своей маме не пришли, такого не бывает. И самое интересное, что в самых разных областях работают. В любой город, куда я захочу поехать сегодня, наверное, там будет кто-то из Альбуса. Но вот вопрос такой, я не знаю, насколько он логичен, но вот вы с такой любовью, с таким трепетом рассказываете о своих учениках. Вот свои дети не ревнуют к ним? Вообще со своими детьми очень интересная история. У меня девочки сегодня старшие, у меня 2 детей, девочке 21 год, зовут ее Анжелика. Она учится на 4-м курсе сегодня в медицинской академии имени Павлова в Санкт-Петербурге. И в свое время, когда я периодически уходила на эти игры, проводила, организовывала, естественно, дети таких людей страдают, как правило. Но Анжелика придумала, что она будет ходить после занятий со мной. Хотя я была против, ведь надо заниматься. И вот она умудрялась быстро-быстро сделать уроки, училась всегда хорошо, она в 5-й гимназии училась, быстро-быстро делала уроки и шла за мной, но играть не хотела. Вот не поверите, я веду игры практически с ее рождения, а она пошла играть только в 9 классе. И потихоньку, неуверенно, к 10 классу она уже в составе 5-й гимназии команд выигрывает чемпионат, получает золотую медаль на чемпионате, 1-е место. И, честно говоря, вот для меня, как мамы и матери, дочери, на тот момент это были самые яркие эмоции, потому что она плакала от счастья, когда ей эту медаль персонально, представьте себе, я сама одевала. Это вот правда, это здорово. Не ревнует, наоборот, даже сегодня, когда я шла на интервью, она говорит: мама, надо быть тебе самой красивой. И она готовила меня к этому походу. То есть ревности нет. А мальчику 3 годика всего, зовут его Эдгар, он только пошел в садик. И хочу сказать, что ему было месяца, наверное, может быть, 4 или 5, когда мой супруг Суслан Кукаев, он впервые взял ребенка и принес на игру. То есть периодически он бывает на игре, и в Альбусе его все уже знают. Ну, с пеленок в Альбусе. Да, с пеленок в Альбусе. То есть ревности нету, все интересно, все всем нравится. Вот. Так что единственное, дочка мне всегда говорит: мама, ну спи побольше. Я очень поздно засыпаю, потому что готовлюсь к очередной программе. А теперь вопрос такой, вот вы окружили себя молодежью, вы постоянно, последние 15 лет, постоянно работаете с молодежью, и Альбусом ваша работа не ограничивается, вы признаны почетным работником в сфере молодежной политики России. Вот в чем еще, наверное, да, какие еще направления работы вы для себя берете и что для вас сейчас интересно? Ну, честно говоря, мне очень интересна работа, если бы меня пригласили, может быть, пользуясь даже случаем. Если бы меня пригласили поработать, я бы с удовольствием поработала в парламенте нашей республики. Мне кажется, что я очень хорошо разбираюсь в вопросах молодежной политики, особенно то, что касается развития общественников, общественных организаций, о том, как надо с ними работать, как нужно построить работу, как нужно, в общем-то, сделать так, чтобы общественные организации, как катализаторы молодежной политики, смогли ситуацию выровнять в сфере молодежи, чтобы
занять ее. И мне кажется, я в этих вопросах достаточно хорошо разбираюсь. На сегодняшний день очень четко было сказано и Путиным, и Медведевым о том, что нужно увеличить доверие в сторону общественников для того, чтобы они получали государственные заказы на производство того или иного продукта. Это может быть все что угодно. Это и организация мероприятий. Чем больше они будут доверять и отдавать это общественным организациям, тем намного здоровее и быстрее будет строиться гражданское общество внутри государства. На сегодняшний день я могу сказать, что немного общественных организаций на счету у государства. И вот если взять нашу республику, их можно по пальцам посчитать, кому доверяют проводить серьезные мероприятия. А это неправильно. Нужно находить подходы, общаться. И если у нас есть какая-то генеральная линия, как направлять молодежь и как с ней работать, то общественники должны в этом принимать самое первое активное участие. А что касается вот именно общественных организаций, сейчас зачастую идет речь о том, что молодежь у нас малоактивна. Об этом говорили там ряд других, да, представителей других организаций, говорили о том, что во всевозможных конкурсах участвуют одни и те же люди, и что молодежь, ну, на самом деле там пару процентов участвует в общественной жизни республики, остальные, ну, грубо говоря, ничего не делают. Вот что делать с этим? Как их привлекать? Как заинтересовать человека, молодого, студента? У нас очень много конфессиональная республика. Здесь нужно сделать так, чтобы мы друг с другом как можно больше дружили, как можно меньше дрались и воевали. Поэтому, естественно, нужно придумывать проекты, исходя из потребностей, я всегда это говорю, из потребностей молодежи. Вот что сегодня им интересно? Нужно придумать так, чтобы эти новые технологии, как мы сейчас говорим, IT-технологии, да, инновационные технологии, их заставить работать на потребности наших молодых людей. Использовать эти технологии, и тогда они к вам придут. И когда мы, допустим, начинали наш проект, я знала, что нужно очень популярные игры внедрить, чтобы они к нам пришли. Brain Ring, когда чуть-чуть уже поднадоел, так сказать, прямо скажу, мы начали выходить на новые формы игр. И вот сегодня у нас и своя игра, и что, где, когда, это и командные игры, и индивидуальные игры. Помимо этого мы проводим тренировки. У нас очень интересные интеллектуально-психологические тренинги. Мы собираем молодежь, общаемся на различные темы, по вопросам и так далее. И потихоньку, я бы сказала, обманным путем их обучаем. Вы понимаете, мы вкладываем им то, что мы хотим. В том числе, естественно, по истории Осетии, как вообще один из самых главных моментов вот у нас в работе с молодежью. И вот я считаю, что, допустим, на своем месте каждый, кто работает с молодыми людьми, должны что-то придумать, чтобы их привлечь новое. Нельзя останавливаться, нельзя. Или ты выиграешь, или ты проиграешь, и молодежь, как говорится, уйдет у тебя из-под носа и будет болтаться на улице. Это однозначно. Ну, вот вы сейчас сказали, что ни в коем случае нельзя сдаваться и никогда нельзя останавливаться. Альбус не останавливается уже почти 15 лет. Сейчас сезон идет. Вот в этом году сколько команд, откуда они и сколько человек, наверное, в этом году вы в своих рядах держите? Так? Вы знаете, при всем при том, что все говорят о том, что санкции, у нас очень сложная экономическая ситуация, на 10%, не секрет, значит, сняли бюджет, да, по финансированию. Естественно, мы тоже в какой-то степени, Альбус и его программы попали под санкции. Хотя для меня, как для руководителя организации, влюбленного в свои проекты и делающего свою работу на отлично, по-другому я никак не могу сказать, для меня, конечно, это очень был такой удар, но don't give up, в переводе не сдаваться, и мы, наверное, вот придумали способы, как выкрутиться. И в этом году я хочу сказать, что мы очень большую работу провели в школах и вузах. 28 команд мы набрали только на чемпионат по интеллектуальной игре Brain Ring. Это 16 команд в школьной лиге, все районы задействованы, там свои чемпионаты идут, мы выезжали в районы, проводили там тоже игры. Вот. В Алагире оборудование подарили, не мы. У нас такая работа, что мы выходим на глав самостоятельно, да, и главы помогают у себя в районе эту работу продвигать. Вот, допустим, если говорить исключительно об Алагирском районе, то Руслан Хадарцев выделил
средства, при всем при том, что сегодня очень тяжело, он понял, что это надо сделать. Вот спасибо ему огромное. И он выделил средства, и было закуплено новое оборудование, все это завезено в Алагир. Все 16 команд с республики съехались туда. Вы представляете, какое мы там провели, естественно, мероприятие. Хочу сказать, что помимо того, что мы набрали эти 28 команд, 12 в молодежной лиге, и все вузы представлены, 16 в школьной, у нас более 30 команд участвуют в игре «Что, где, когда». Проводим традиционно ее в столовой в ГМИ. Там, если кто-то сейчас нас читает, слушает, приходите, все команды принимаются абсолютно без возрастных ограничений. И есть у нас еще один проект, это «Своя игра», мы туда уже тоже набрали участников, это индивидуальный проект, в марте он уже будет стартовать, тематика самая разнообразная. Ну, в общем, по итогам всех этих игр будет сформирована команда, которая выйдет уже на Россию. То есть из каждой команды лучше или наоборот будет одна победившая команда отправиться представлять республику? Вот это такой нюанс, который всегда для нас очень сложный, и бывают остаются обиженные. Но только 6 человек могут выезжать по правилам и руководитель. Поэтому команда, которая выигрывает в чемпионате по брейн-рингу, и команда, которая выигрывает в чемпионате по своей игре и по «Что, где, когда», мы выбираем исключительно самых подготовленных, те, которые будут биться до конца и представлять республику на самом высоком уровне. Потом формируется команда, месяц с ней мы работаем, делаем из нее уже одну команду, и вот с ней мы выезжаем уже за пределы республики. На моей памяти, может быть, 2-3 команды, среди них «Примус», исторический факультет СУГУ, который я могла бы просто взять вот так, никого не поменять и вывести. Тогда, я помню, мы ездили в Абхазию, в Южную Осетию, всех победили. Ну и у меня еще один такой вопрос, наверное, в заключении. Этот год, год 70-летия Победы. Будет какая-то игра, посвященная этой теме, или, там, я не знаю, какой-то определенный турнир, посвященный 70-летию Победы? 65 лет мы обязательно проводили, 60 лет тоже. То, что касается 70-летия Победы, это очень для меня серьезный вопрос. У меня дедушка воевал, он в Германии был в плену, а потом очень долгое время шло на реабилитацию, был реабилитирован. Сейчас его нет, но память, конечно, об этих событиях и для всего народа, и для каждой семьи, это очень, как говорится, живет. Я сама из Нальчика, из Кабардино-Балкарии, здесь я живу с 25 лет, и хочу сказать, что очень много у меня родственников, дедушкиных братьев и сестер, которых сейчас уже нет, но каждый раз, когда эта тема возникает, я всегда посвящаю им какие-то определенные вопросы. Для меня это очень важно, и важно для клуба. Мне кажется, что вообще это тот момент, на котором растет патриотическое воспитание нашей молодежи. Это не голые слова, вот, это действительно так. У нас будет очень большая игра, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, очень много молодых людей. Это будет очень масштабное мероприятие при поддержке Сергея Кирменовича Такоева. Мы собираемся это провести в самом большом помещении у нас, где можно собрать людей, посадить. В общем-то, это будет проходить на манеже. Это будет сеанс одновременной игры. И я думаю, что, как мы планируем, до 200 команд со всей республики будут принимать в этом мероприятии. Ну, план, на самом деле, очень интересный. Мне кажется, все поддержат, потому что все-таки 70-летие Победы – это та самая дата, которую надо отметить с размахом, так, чтобы надолго запомнилась. Вам удачи с реализацией и этого проекта, и, в частности, с проведением всего чемпионата. Хочется верить, что серебро на чемпионате России все-таки скоро сменится золотом, и это будет ваша новая такая точка отсчета к следующей награде, тоже столь же высокой. Удачи вам еще раз. Спасибо большое за пожелания, и я хотела бы тоже в конце сказать, что очень хочется, чтобы больше молодежи к нам приходило, очень хочется, чтобы правительство республики и вообще государство уделяло, не только республики, но и страны уделяло больше внимания интеллектуальному развитию молодежи. Я думаю, что за умными людьми будущее, быть умным сегодня это очень модно, и очень рада, что к этому хоть какое-то отношение имею. И хочу закончить, в общем-то, фразой «Don't give up», с чего я практически начинала, то есть не сдаваться.
всегда идти вперед, никогда не сдаваться. Всегда. Правильно, отличный жизненный девиз. Спасибо вам Спасибо еще вам. раз. Пользуясь случаем, я бы хотела подарить вам книгу. Здесь больше 1000 вопросов и ответов, различная совершенно тематика, в том числе и по истории Осетии, по родному краю, да, страны, народы, ну, все, что только возможно. И хочу сказать и похвастаться, здесь авторами являются наши умники и умницы нашей республики. Да, и это очень здорово. Одна из них уже раритетная, лежит в музее игры «Что, где, когда». Александр Друзь, когда приезжал, он уже ее получил и пользуется ей. Да, это вам. Ой, спасибо. Я думаю, мы будем отвечать на вопросы, пытаясь не заглядывать в Да, ответы. ну вот и небольшой презент в плане атрибутики от клуба «Альбус». Я думаю, что здесь, вот в этих блокнотиках вы напишите свои первые вопросы и нам тоже принесете и ответите. Спасибо. Спасибо вам большое. Еще раз удачи с дальнейшей работой. И нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии была президент интеллектуального клуба «Альбус» Жанна Бориева. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гальгиева. Всего доброго и до встречи.